В сегодняшний день мы вспоминаем память святых мучеников Римы, Пины, Инны. Казалось бы, сейчас это женские имена, но так как и мученик Татьян были мужскими чисто, для нас стали вот женскими на Руси. Святые мученики подвязались, исповедовали веру Христову. Причем они для нас очень родные, потому как пострадали и подвязались как воины на территории современного Крыма. Это место вблизи Ялты, нашего курорта. И вот там было озеро, недалеко от моря, где в зимнее время их привязали к столбу в проруби и морозили, остужали тело, пока они не умерли, не представили вечную душу свою Господу. Вот эти мученики, они как раз являются отражением тщательного исполнения заповедей Господних, о которых читалось сегодня у евангелиста Луки в заповедях блаженства. Хорошо усвоив закон Божий, святые не пожалели ни себя, ни своей жизни, и свидетельств своих для нас очень примерно. В сегодняшний день своего рождения я рад, что этот день совпадает с победой в Волгограде. Именно вот эта осада, вот эта борьба с гитлеровской Германией в течение 200 дней, она закончилась победоносно 2 февраля. Было явление Пресвятой Богородицы, стояла она в белых одеяниях, и тот, кто послан был, солдатик, разведать, как там положение на передовой, ему она сказала не идти дальше, и он должен был возвратиться, и многие видели это видение, потому что там был шквальный огонь, и невозможно было совершенно передвигаться. К тому времени уже было изобретено оружие такое «Катюша», которого очень боялись немцы, и с этой битвы 43-го года началось как раз уже наступление. А через год мы знаем, что 27 января было полное освобождение от блокады Санкт-Петербурга или Ленинграда. Конечно же, в этот день, 2 февраля, радуясь, что Господь был с нами, что через 18 лет я родился на земле, на этой. Я рад и прошедшим эти 60 лет своей жизни, и рад, что сейчас это 60-е пошли, но на самом деле 7-й десяток лет, и, как говорится в песне, и сколько это уже Волга унесла, а мне 7-й десяток лет. Поэтому, слава Богу, я рад этому. Всегда хвалю Бога за каждый год, день рождения, как приближение к вечности, к бытию с Богом в Царстве Славы, которому мы служим ежечасно, ежеминутно, ежегодно, и празднуя день рождения, тем самым и празднуем свое приближение к Богу. Дорогие братья и сестры, я сердечно благодарю священство, сослужившее мне в этот день. Конечно же, главным образом я праздную 11 февраля День Ангела, совмещая с днем рождения. Но так как это крупный юбилей, я отслужил сегодня, и вот 7-й десяток лет начал сегодня божественной литургией в кафедральном соборе. Благодарю хор за молитвенное настроение для нас и всех вас, пришедших сюда православных прихожан нашего собора кафедрального, за молитвенное общение. Куздем да бушут стаубурсе, и пусть Господь помогает вам в это судьбоносное время, иметь енот целый энешекет каде. Аминь. С праздником. Благословите, Владыка.
дорогой наш владыко, от лица духовенства нашей епархии, хочу поздравить вас с юбилеем 60-летия. Меня радует то, что я уже порядка 40 лет знаю вас и нахожусь вместе с вами, и уже, так сказать, много лет служу под вашим омофором. Господь наш Иисус Христос возвестил вас, поставил вас пастырем, и у подножия вашего положил и этот город Сыктывкар, и всю республику Коми, которую вы просвещаете светом Святого Евангелия. Господь одарил вас из детства своей любовью, Господь из детства видел ваше чистое сердце и таким образом даровал вам и все остальные дары свои из-за вашего чистого сердца. И на нынешний день нас радует, владыко, что вы и прославились не только как архипастырь, который непрестанно проповедует, не только как тот архипастырь, который, как бы сказал, обновил землю Коми проповеди Евангелия. Ибо если посмотреть, так сказать, за историю Коми, то те храмы или количество тех приходов, которые были до революции, которые были практически уничтожены, на нынешний день восстановлены. Хотел вообще сказать, что все мы с радостью воспринимаем то, что ваше слово, которое не только замона, а то, которое несете вы своими трудами поэтическими, оно распространяется далеко-далеко за пределы нашей епархии. И видя ваше усердие, видя ваши труды, и от лица всего духовенства Сыктывкарской епархии, хотел бы поздравить вас, владыко, с этой замечательной датой, пожелать вам от Господа здоровья, мира, благополучия, чтобы укреплял Господь вас в трудах архипастырских, чтобы вы несли Слово и Божие, и поэтические, которые, несомненно, так сказать, именно направлены на то, чтобы проповедовать Евангелие, и таким образом просвещали землю, ту, которую вручил вам Господь. Нашему владыке многое лето. Спасибо. Председатель Госсовета мне сегодня утром позвонил. Спасибо, Господи. Но жду вас 11.